призер чемпионата мира предолимпийского, участник Олимпийских игр, также будет претендовать. Ну и финалист Муса Евлоев. Для него сейчас звездный час. Вот он в красном трико будет выступать против Александра Головина. Евлоев представляет спортивный клуб «Спарта» Москву, мастер спорта. Ему 24 года. Традиционно стрижется последние годы на лысо. А так, это рыжеволосый парень. Физически очень крепкий. Победитель Поддубного 2014 года. Кубок европейских наций выигрывал. Последние 2 года на Поддубном проигрывал Никите Мельникову и в Олимпийский год, и в этот раз. Действия, борцы, действия! Прошлогодний бронзовый призер чемпионата страны. Теперь в финале. Его оппонент Александр Головин, представляющий Красноярск. В прошлом году также был бронзовым призером на Поддубном. И серебряный призер Кубка мира прошлого года. Ну и вот именно Головин остановил Никиту Мельникова, одного из главных претендентов в нижней части турнирной сетки. Остановил его в полуфинале. Евлоев поддавливает соперника. Активный красный! Красный замечание, синему балл! Тренируется под руководством тренера Кадилов, Аваков, является победителем первенства мира среди молодежи, победителем Кубка мира федеральных, призером международного турнира продукции. Синий активный! Синий второе замечание, красному балл! По последнему действию впереди Евлоев. Обратите внимание на графике, нижняя черточка под единичкой красной. Это чтобы ориентироваться при равном счете, кто имеет минимальное преимущество. Секундирует Давид Кадилов. Обмахивал полотенцем Евлоева. Ну, вот он сейчас какую-то реплику дает спортсмену. Я, по-моему, ошибся, назвав Александра Головина красноярским спортсменом. Может быть, краснодарский спортсмен. Хотя нет, красноярский. Снизу, да. Еще работай, Саша. Снизу правую. Пойдет. Так. Краснодарский спортсмен все-таки, да. Слышишь, как
нужно было 2 балла, так и нужно сейчас. Ну, вот у нас первое активное действие. Евлоев перевел на краю ковра и вышел вперед. Секундирует Головину Рустам Асакалов. Пошел, говорю. Поэтому я и засомневался, что, назвав красноярским, Асакалов у нас как раз краснодарский спортсмен. А выступает он, не удивляйтесь, за Узбекистан. И участник был, призер чемпионата мира и участник Олимпийских игр. И вообще очень опытный спортсмен. И последние годы он выступает в роли такого и игрока, и тренера. Да, подави. Не выпрямляйся. Короткие руки! Короткие! Раскрывайся. Короткие руки! Отпускай. Пальцы! Отпускай. И буквально Асакалов на первых исламских играх бронзовую награду совсем недавно, это в мае было, выиграл. Как голова, смотри. Призером чемпионата Азии является. Ну, на Олимпийских играх 8-е место у него в итоге. Вот такой секундант у Александра Головина. Голову выше синий! Сядь, будет прыгать. Коротко! Сядь, руки при себе. Папарацци! Хорошо контролирует ситуацию Муса Евлоев. Похоже, что сегодня ему улыбается счастье. Во всяком случае, сам он для этого все сделал. Поздравляю. 24-летний спортсмен наконец становится чемпионом страны, главным претендентом на поездку на чемпионат мира. Не скажу, что 100% золото чемпионата страны означает, что ты уже первый номер команды. Один из первых, но в силу того, что у нас некоторые лидеры не выступали, поэтому еще будет отбор. Отмечу, что здесь боролся и серебряный призер Лондонской Олимпиады Рустам Тотров, но он в первом круге проиграл Сергею Кизимову. Поэтому в борьбе за медали мы его не увидели. Но по-прежнему остается тоже одним из членов сборной команды и очень серьезным соперником. Ну что ж, вот так завершился первый день чемпионата страны. Сегодня 4 веса. Давайте еще раз напомню вам победителей и призеров. Итак, чемпионом в 71 килограмм стал Адам Курак. В категории до 75 килограммов, категория, в которой у нас двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, победу праздновал Александр Чехиркин. По последним сведениям из сетей интернета я понял, что в другой категории будет выступать Роман, в категории до 80 килограммов, которая становится олимпийским весом. Вот, посмотрим его в новом весе, будет очень любопытно, интересно. В категории 85 килограммов Сосруко Кадзоков достойно выигрывает, абсолютно заслуженно свою медаль. Ну и Муса Евлоев, вы видели, в общем-то, на протяжении 2 периодов был ярче, сильнее
тактически более грамотен. Итак, сегодня первый день завершился. Завтра, напомню, мы узнаем, как будут разыграны награды в оставшихся весовых категориях.